Цимбалы для меня это не народный инструмент. Я его вижу больше в академической манере исполнительства, и так оно и происходит в 21 веке. На этом инструменте играется как оригинальная литература, так и множество переложений классических. Очень много играется фортепианной литературы, и для меня этот инструмент, он национальный, но не народный. В детстве, когда я слышал музыку, 3-4 года, наверное, такой осознанный уже возраст, был такой интерес, и хотелось самому делать руками, да, играть, что-то творить. Она меня заставляла двигаться, она меня заставляла петь внутренним голосом, и она как-то меняла мое восприятие мира. Прочитав книгу Евгения Кисина, такого известного пианиста, это мой любимый исполнитель фортепианного искусства. И в его книге было написано, что меня никогда не лишало детства фортепиано. Я всегда шел к нему заниматься, и если кто-то бегал на улице, то я осознанно шел, играл и получал от этого удовольствие. Вы знаете, в моем случае это ровно так же. Музыкант, да, эта профессия очень сложная, и она включает в себя комплекс нескольких, да, сфер, и не нескольких, а многих. Синтез театра, музыки, кино. Это и вкус, да, который развивается, и который дается вот при рождении. И вы знаете, можно научить как-то играть и понимать, но чтобы это заставляло слушать, мне кажется, это рожденное качество, которое и называется талантом. Ведь способность, да, это играть быстро, это играть громко, а талант — это заставить себя слушать, это вот увидеть в белом цвете нечто другое. Каждое выступление — это, естественно, волнение, и это хорошо, потому что у тебя ответственность перед тем делом, которое ты выполняешь, это долг. Когда музыкант выходит на сцену, он погружается в состояние, и он занимается делом, да, он получает удовольствие от того, что он делает. А, наверное, нотки бегают тогда, когда вот присутствует какая-то фальшь, да, фальшь не в контексте того, что ты сыграл не ту ноту, да, а фальшь, что ты обманываешь публику, да, слушателя. Ты, когда находишься на самом деле в деле, тебе некогда думать о нотках. У меня 2 инструмента, но на сцене я использую только один инструмент, потому что второй инструмент у меня более низкого качества, и для игры на большой сцене этот инструмент, он не позволяет, да, самовыражаться, потому что для музыканта инструмент — это просто 90%, да, успеха. Наши инструменты струнные, они никогда не повторятся, никогда. Они вот сколько инструментов, столько неповторимостей. Инструмент весит 15 килограмм. Это очень много, потому инструмент абсолютно не женский, он мужской. У нас, да, вот говорят, что на цимбалах очень мало парней-исполнителей, но все профессора, все народные артисты, они все вот мужчины. Поэтому вот инструмент абсолютно мужской, он требует очень большой физической, да, активности. В зависимости от того, что ты играешь, какие погодные условия, время года, когда лето — это одно, когда зима — это другое, воздействие температур на инструмент очень влияет, и от этого струны, да, ведут себя по-разному и часто лопаются, рвутся лишь от погодных условий. Плюс, конечно же, это профессионализм. Удар, его мягкость, его жесткость. Нужно уметь играть разным видом удара. Мы сейчас настраиваем инструмент. Его нужно подготовить к игре. И вообще настройка цимбал, да, это ежедневная работа, и нам приходится перед каждым своим подходом к инструменту его настраивать. Но также инструмент подстраивается в процессе игры, он расстраивается быстрее других инструментов, потому что тут 78 струн, да, и рама, которая держит инструмент, она деревянная, она не чугунная, как на фортепиано. Непосредственно, когда исполняешь произведение, да, ты уже слышишь, где у тебя плывет инструмент, и чаще это бывает вот как раз-таки вот средняя вот эта вот подставка, центральная самая, хора струн проводит 2 ноты. Вот получается тут строй такой идет по квинтам. Вот эта нота до, а эта нота, вернее, эта нота фа, а эта нота до. И вот в процессе игры вот
перетяжка происходит с одной подставки на другую. И в большую, например, степень высоты ноты получается, это будет низить, а это будет высить. И вот приходится перетяжками вот такими и с помощью подкручивания ключа, вот колков, да, настраивать вот инструмент. Это палочки, сделанные из вишни, обшитые кожей. Тембр очень во многом зависит от обшивки палочек, да. Обшивка производится очень часто. Вот я обшиваю палочки, наверное, раз в неделю, раз в две. Как бы в зависимости от интенсивности игры. Иногда бывает и чаще. Палочки обшиваю сам. Научился с детства, наверное, с 3 класса музыкальной школы, я себе уже сам обшивал палочки. До этого мне делал мой педагог, а потом она мне показала как и сказала давай. А бывает кожа более тонкая, более толстая, более такая бархатистая, где больше ворса, да, и у нее звук будет мягче. Если кожа жесткая, то в ней будет звук более четкий, да, такой для виртуозных произведений хорош. Виды дерева, породы дерева, да, могут отличаться друг от друга. Мне нравится вишня, потому что сам по себе вес палочки при вишне, он такой самый комфортный для меня, и звуковые характеристики тоже меняются от дерева. И неважно, как ты обошьешь палочку, да, насколько мягко ты будешь или жестко играть, все равно общее звучание тоже имеет разные характеристики в зависимости от породы дерева. У меня, конечно же, есть основная пара и запасная, но я стараюсь одной парой палочек играть всю музыку. Да, это уже зависит от твоих особенностей постановки, постановочных, да, факторов слышания музыки, потому что все равно первично работают уши, как говорится, плохому танцору, да, так и здесь. Все-таки первично это уши, предслышание, но и обшивка имеет большое значение. Этими палочками я играю очень много, наверное, лет 10 точно. Я вот выбрал себе эту пару, и подобные этому, даже вот близкие к этому, я не нашел вот за 10 лет. В чем особенность именно этих палочек, да, вот как бы весовая категория у них очень хорошая. Они по весу очень такие удобные для меня, и по размеру выреза вот здесь, да, они идеально подходят к толщине моих пальцев. Успех и талант для меня это не одно и то же. Потому что успех, да, человек может быть успешным в массовой культуре, да, но абсолютно не иметь талант. А человек может быть очень одарен талантом, да, но как такового успеха нет. И вы знаете, это абсолютно, я считаю, неважно, да, для исполнителя, потому что если ты занимаешься своим делом искренне и отдаешься этому, то успех, он не нужен, абсолютно не нужен. Для меня интереснее играть, пусть это будет небольшой зал, но это будут те люди, кто понимают это, кто это ценит и кто пришли на самом деле послушать это и получить от этого удовольствие, а не прийти просто формально, да, и просто послушать концерт классической музыки, но при этом ничего не понять. Самый большой подарок – это мои педагоги. Начиная от музыкальной школы, это мой педагог Минулина Зоя Игнатьевна, потом это колледж Троцевская Валентина Николаевна, вот с ней было очень много времени тоже. Педагог в Академии музыки, это Евгений Петрович Гладков. И также, вы знаете, вот я учусь в Академии музыки на второй специализации, это оркестровое дирижирование. И мой педагог Петр Викторович Вандиловский тоже внес большой вклад в мое исполнительство. Ведь, вы знаете, играть на инструменте этого недостаточно, чтобы стать хорошим музыкантом. А дирижирование – это та специальность, которая тебя развивает так мощно, как ни один другой музыкальный инструмент. А почему? Потому что партитура требует большого освоения голосов по продолжительности времени. Они очень большие в объеме. Это развивает память, музыкантское мышление, вкусы, работа с различными стилями, с различными составами оркестров. Вы не представляете, как это двигает тебя, и когда ты погружаешься в это, твой инструмент звучит абсолютно по-другому. Он имеет оркестровое звучание.
Вызывает большой интерес у публики этот инструмент, и я думаю, что его тембр особый по отношению к другим цимбалам, да, разновидностей там много. Наш инструмент имеет такой уникальный тембр, который отличается своей какой-то серебристостью. Этот инструмент, да, прогрессирует, и в 21 веке на нем можно услышать множество различных стилей, жанров, эпох, и я думаю, что с протяжением времени этот инструмент, у него большое будущее. Мой самый запоминающийся концерт – это концерт в Академии музыки в Большом зале, 1 сентября 2014 год. Я помню, только поступил. Я был еще абитуриентом, сдал вступительные экзамены успешно и улетел в Италию отдыхать. И я прилетаю, и мне звонит мой профессор, в будущем мой педагог, Евгений Петрович Гладков, и говорит, что Дима, ты должен вот сыграть на концерте 1 сентября. И это очень ответственно, потому что вот будет полный зал, и ты должен достойно представить факультет, да, народных инструментов. А я не занимался много, и я уже поступил, и я дал себе отдых, потому что на самом деле нужно тоже отдыхать. И я прилетел, и он мне сказал, что тебе дадут концертмейстера, партию фортепиано тебе исполнит вот концертмейстер, который работает в моем классе, а мы вместе никогда не играли. Мне нужно было приехать и за 2 дня вот как-то это все быстро сделать, выступить. Но вы не представляете, какой был адреналин от этого. Я этот концерт запомню до конца жизни. И вы знаете, этот концерт, он мне подарил очень много друзей. Да, вот когда ты сыграл, когда ты вышел, и когда ты увидел своих одногруппников, да, они к тебе шли сами, тебя обнимали, и ты понимал, что, вот знаете, магнитом как-то привязало. Наверное, это какая-то любовь, я не знаю. Вот и ты хотел что-то подарить, а они это приняли. Когда у вас спрашивают, какие вы имеете другие интересы, часто у музыкантов, вы знаете, они не знают, что ответить, потому что наша профессия является и нашим же интересом одновременно. Я на досуге, да, могу отключиться от музыки, и мне тоже это нравится, потому что я считаю, что музыкант, он должен переключаться, да, на все что угодно, на друзей, на общение, на получение удовольствия от того, как ты общаешься, обсуждение каких-либо интересных книг, обсуждение похода в театр, спектаклей, обсуждение спорта, да, обсуждение того же песенного конкурса Евровидения. Я вообще люблю все, абсолютно все, в чем есть энергия, в чем есть жизнь, драйв. Самый мой любимый вид спорта – это теннис большой. И как я его полюбил, да? Я в 2004 году смотрел Кубок Дэвиса, когда наша страна, да, прошла в полуфинал. И для меня это, знаете, была победа. Но эта победа была не только, да, для спортсменов, но и для страны. И я помню, я смотрел матч, тогда играл Максим Мирный и Владимир Волчков. В чем уникальность нашей профессии? Наш день, он никак не повторяется, да, с предыдущим, и завтра это будет завтра, а сегодня это сегодня. Понятно, что мы занимаемся одним видом деятельности, да, но вариантов может быть миллиард, потому что музыки много, и публика разная, и это настолько бесконечный процесс. Я уверен, что я никогда не буду об этом жалеть, потому что, когда ты занимаешься любимым делом, и ты чувствуешь от этого отдачу, когда ты чувствуешь удовольствие, когда ты чувствуешь адреналин, когда ты чувствуешь, что твой ритм жизни другой, ну, тут не о чем жалеть.